Здравствуйте. Тема сегодняшнего комментария – троечники и отличники. Кто из них лучше подготовлен, приспособлен к жизни? Что об этом думают люди успешные и учителя? Об этом после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Начну подборку с сообщения о совещании в Министерстве охраны природы Республики. Прошло оно сегодня и было посвящено итогам 2006 года. Еще одна тема – готовность улусных и городских комитетов к контролю за реализацией так называемых мегапроектов, а именно строительству железной дороги, трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан и каскаду малых ГЭС на юге республики. Ну и какова же эта готовность? Большинство участников совещания сошлись на том, что кадровый состав, а также полномочия позволяют лишь наблюдать за происходящим, но никак не воздействовать. И уж тем более противодействовать этим нарушениям. Ну это ж точно, по крайней мере, по сообщениям центральных средств массовой информации, что касается полномочий, то природоохранным органам их не то что не добавят в ближайшее время, а скорее всего даже еще и урежут. Да, это что касается экологической экспертизы объектов. К другим темам. Сегодня в Якутск прилетел вице-президент Федерации бокса России, серебряный олимпийский призер Виктор Рыбаков. Его визит связан с организацией чемпионата страны по боксу. Он пройдет в Якутске в мае этого года. Ну, пожалуй, после последних игр «Дети Азии» чемпионат страны по боксу – это первый серьезный такой турнир, который пройдет у нас здесь, в Якутске. Да, и поэтому Виктор Рыбаков сегодня знакомился с материальной базой для проведения соревнований, а также знакомился с условиями проживания самих участников турнира. Ну, нам теперь только остается надеяться, что и наши боксеры, спортсмены к этому чемпионату подготовятся неплохо. И как минимум не ударят в грязь лицом. На очереди сообщение из культурной жизни. В Якутск из Франции вернулась группа артистов Саха-цирка. С середины ноября прошлого года они принимали участие в международной программе по случаю 60-летия цирка города Тулуза. А затем якутские артисты участвовали в 15-м международном цирковом фестивале, где также выступили с большим успехом. И в заключение подборки сообщения из зала суда. В городском суде Якутска сегодня завершился трехмесячный процесс над одним из консультантов компании «Алроса» Андреем Яковлевым. Он был признан виновным в оказании сопротивления сотруднику милиции при попытке того вручить повестку на допрос в прокуратуру другому консультанту алмазной компании. Речь идет о печально известном ночном инциденте у гостиницы «Полярная звезда» весной прошлого года. Суд приговорил Яковлева к штрафу в размере 50 тысяч рублей, а также в выплате моральной компенсации потерпевшему милиционеру в размере 20 тысяч рублей. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор. Итак, троечники и отличники. Кто из них лучше приспособлен к жизни? Сегодня ответ на этот вопрос может иметь варианты, а между тем ведь 15 лет назад он бы даже и не возник. Настолько очевидно было доминирование троечников, ну если не сказать даже двоечников, в тогдашней жизни становления, так скажем, капитализма в нашей стране. Косвенно это проявилось еще и в том, что упал престиж высшего образования. Подростки, выпускники школ почти повсеместно предпочитали образованию дальнейшему какой-то конкретный бизнес. Однако в последние годы в обществе происходит обратный процесс, и троечники уступают позиции в бизнесе в том числе, уступают позиции хорошистам. И в то же время они постоянно все-таки сохраняют за собой вторую строчку в рейтинге тех, кто наиболее успешен в этой жизни. Что все-таки происходит на самом деле? Хорошо это или плохо? Что будет дальше? Что об этом думают люди успешные в представлении общества и учителя? Я горжусь тем, что был троечником в школе. Как дипломированный педагог-историк, окончивший пединститут имени Ленина, утверждаю, что ребенка нужно учить системному мышлению, а не зазубриванию аксиом, которые зачастую опровергаются на практике, утверждает Дмитрий Коннов, гендиректор компании Universal Music Russia. Аферистам-троечникам это просто не дано, ведь всю жизнь нельзя полагаться лишь на везение. Опровергает его хорошист-отличник Игорь Парфенов, гендиректор компании «Мегафон Москва». И, наконец, еще одна цитата. «В бизнесе могут быть успешными лишь амбициозные троечники, способные ломать стереотипы и не заполнять пробелы в образовании опытом», утверждает Евгений Чичваркин, председатель Совета директоров Евросети. Ну, такие случаи есть. Есть ребята, мои ученики, мои выпускники, которые не очень были успешны в учебной деятельности, а сегодня нашли очень удачно свою жизненную нишу, и их жизнь сложилась вполне удачно. И наоборот, есть дети, которые очень хорошо учились в школьные годы,
а вот в жизни не все сложилось благополучно. Компания «Ромир Мониторинг» выстроила своеобразный рейтинг хорошистов, троечников, отличников и двоечников для разных сфер деятельности. Очень успешных детей, которые, значит, очень хорошо занимаются в школе, мы не учим держать удар. Они же привыкают, Судьбы. конечно, они же привыкают к тому, что они всегда побеждают, они лучшие, их всегда ставят в пример. А потом в жизни-то не всегда бывает все гладко. Надо учить ребенка держать удар судьбы. 25 лет работы в системе образования дают мне возможность сделать для себя вывод. Те дети, которые в школе учились посредственно или удовлетворительно, которые, может быть, прошли многие стадии социализации, общались с разными людьми, видели многое, они В том числе и плохое. Да, они порой в жизни бывают более успешными. Они находят быстрее и легче свою жизненную нишу. Что делать? Что делать? Выполнять, работать над реализацией двух основных функций школы. С одной стороны, это образовательная, которая была всегда, а с другой стороны, это социализирующая функция. Надо, во-первых, в школьные годы помочь ребенку выявить все его природные задатки, превратить их в способности. Вот. Когда мы выявим способности ребенка, нужно их развить. Это уже подготовит ребенка к будущей жизни. Он будет знать, в какой сфере деятельности ему нужно применить свои знания и свои силы. Утверждение «троечники правят бал» сегодня имеет некоторые основания. И это не вина бывших школьников, а вина школьного образования, ограничивающего свободу мысли, творчества и действий подростка, приучавшего их подчиняться указаниям, а не мыслить самостоятельно, считает Татьяна Четвернина, директор Института управления социальными процессами, проректор Государственного университета Высшей школы экономики. Меняется общество, меняется мир. Мы вступили в эпоху глобализации, когда вокруг меняется все, и поэтому не может не меняться ребенок. Сегодня, значит, молодой человек, которого мы выпускаем, он должен быть толерантным, он должен быть мобильным, он должен уметь быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. А вот это и есть все социализация. Школа современная успевает за этим процессом? Потребностями, вернее. Вообще-то школа должна опережать потребности общества. Так сложилось, что школа пытается поспевать за теми процессами, которые происходят в обществе. Но сказать, что она успевает это делать на все 100%, сегодня, наверное, нельзя. Иногда мы догоняем. Скажите, а вот вы можете определить по каким-то признакам поведения, может быть, по внешнему, скажем, выпускник, получится у него устроиться в жизни или нет? Пожалуй, несколько минут общения с ребенком уже может свидетельствовать о том, что он будет успешен. Во-первых, если ребенок уверен, если он целенаправлен, если он умеет ставить жизненную цель, если он знает, как эту жизненную цель решать, значит, можно предположить, что он будет успешен. Юрию Гагарину приписывают слова о том, что в человеке важно не высшее образование, а высшая образованность. Образованность – это, по сути дела, культура в самом широком смысле слова, в том числе и умение адаптироваться к условиям общества. То самое умение, которое моя собеседница называла социализацией школьников.
Соотношение отличников, хорошистов, троечников и двоечников в школах столицы нашей республики в последние годы остается неизменным. Никто из них не становится преобладающим, никто не повышается и не уменьшается. Так что, видимо, можно предположить, что вот такое выдвижение хорошистов на первые роли в успешности людей в современной России, наверное, связано все-таки с перестройкой лучших школ, в том числе и нашего города. На сегодня все. До свидания.